Подростки в коме активно прививаются от коронавируса. Лидеры – Усинск, Ухтак, Нижпогосс, Сосногорск, Сыктывдин и Ижма. Сегодня кампания стартовала и в Сыктывкаре. До этого в детских поликлиниках города не было холодильного оборудования для хранения вакцины. Кто первым в столице региона получил дозу спутника М, знает Анна Зубарева. В коридоре детской столичной поликлиники номер 3 сегодня подростки стоят в очереди на вакцинацию против ковида. Сначала осмотр педиатра, затем сам укол. Некоторые пришли с родителями. Напомним, еще в ноябре прошлого года Министерство здравоохранения России зарегистрировало спутник М для детей от 12 до 17 лет. Это двухкомпонентная вакцина. Интервал, как у взрослых, 21 день. Лично для меня никогда не стояло вопроса, буду ли я вакцинировать своего подростка или нет. Я ждала, когда вакцинация начнется. Я знала, что я пойду одной из первых, в первых рядах. В конце января в коме пришла первая партия вакцины. Это 480 доз, которые распределили сразу по 15 районам республики, кроме Сыктывкара. В столице не было морозильного оборудования для хранения ампул. Теперь проблема решена. Подростки получают первый компонент и сами считают, что сегодня это необходимо. Она ребенок, который растет в семье врачей-педиатров, поэтому она всегда знает, что вакцинация – это нужно, это важно. Спутник М – ослабленная вакцина, как ее называют медики. Имеет в 5 раз меньше антигенную нагрузку в сравнении с обычным спутником. До 15 лет ее делают исключительно с согласия родителей или законных представителей ребенка. С 15 лет только с добровольного согласия самого подростка. Страшно, так все равно же безопасней. От прививки же меньше, но шанс заразиться. Я отношусь положительно, считаю, что желательно всем ее сделать, тем более она сейчас много где нужна. Небольшое волнение присутствует, конечно. Вроде большинство он сделал уже и без осложнений, поэтому не сильно страшно. Наверное, она все-таки необходима для большого количества населения. Коллективный иммунитет. У прививки, доказано учеными, могут быть небольшие побочные явления, такие как недомогание, чувство ломоты, повышение температуры тела до 37,3. В любом случае, после вакцинации дети постоянно под наблюдением специалистов. Как любая вакцинация, она проверяется, поэтому мы берем информацию, где дети обучаются, потому что на уровне учебного заведения фельдшер может подойти, посмотреть, оценить состояние ребенка после прививочки. По итогам всех клинических исследований спутник М показал высокую безопасность и эффективность. Последняя, к слову, составляет около 93%. Ковидом, к сожалению, часто заболевают дети. В нашей республике мы уже столкнулись с летальными случаями. Мультисистемный воспалительный синдром у детей. К сожалению, очень тяжелое состояние, которое имеет самые неблагоприятные исходы. Дети должны быть защищены, они имеют на это право. На Сыктывкарскую детскую поликлинику номер 3 выделено 80 доз. Конкретно сегодня привились 13 человек. До конца этой недели уже полная запись. Не остается ни одной свободной ампулы. Это, конечно, достаточно маленькое количество, потому что мы до этого проводили работу по опросу населения, и желающих у нас оказалось на тот момент практически в 3 раза больше. Но вот, к сожалению, пока вот у нас только мы имеем в запасе 80 доз. Как только новая партия поступит, в больнице обещают, информацию разместят. Запись будет через регистратуру, колл-центров, фельдшеров, образовательных учреждений. Так что ни один ребенок, который сам не против привиться, или чьи родители за вакцинацию, не останется без QR-кода. Анна Зубарева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.